Здравствуйте, дорогие ребята! Я учитель начальных классов Душаналиева Зура Самудиновна. Сегодня я проведу урок математики в 4 классе по учебнику МАРО «Математика», часть 2, страница 48-49. Тема нашего сегодняшнего урока – письменное деление на двузначное число. Сегодня на уроке мы научимся письменному делению на двузначное число, будем развивать навык устного счета при нахождении неизвестных компонентов умножения, будем совершенствовать умение решать задачи. Считайте, ребята, скорее считайте. Хорошее дело смелей умножайте, плохие дела поскорее вычитайте. Скорее работу свою начинайте. Ребята, я надеюсь, что вы приготовили свои ручки, тетрадки и учебники. Итак, начинаем урок. Проверим домашнее задание. На прошлом уроке мы с вами учились письменным приемам деления на двузначное число. Итак, проверяем домашнее задание. Частное чисел 294 и 42 равно 7. Частное чисел 230 и 46 равно 5. Частное чисел 140 из 35 равно 4. Частное чисел 162 и 54 равно 3. Примеры номер 226. 384 разделить на 96 получится 4. 399 разделить на 57 получится 7. Частное чисел 192 и 48 равно 4. Частное чисел 236 и 59 равно 4. Ребята, я надеюсь, что вы все справились с заданием. Переходим к следующему этапу урока. Устный счет. Устный счет, ребята, нам поможет вспомнить, как найти неизвестные компоненты при умножении и устно повторить табличное и внетабличное умножение и деление. Заполним следующую таблицу. Эта таблица находится у вас в учебниках. М – это первый множитель, К – это второй множитель. Нам надо найти произведение. Итак, первый пример. Произведение чисел 254 равно 1000. Чтобы решить следующий пример, мы должны вспомнить, как найти неизвестный множитель. Вспомним. Чтобы найти неизвестный множитель, мы должны произведение разделить на известный множитель. 600 разделить на 120 получится 5. 340 умножаем на 2, получится 680. Следующие два примера тоже на нахождение неизвестных множителей. 1000 разделить на 20 получится 50. 720 разделить на 90 будет 8. Итак, ребята, мы с вами повторили табличное и внетабличное деление и умножение. А сейчас мы перейдем к письменным приемам деления на двузначное число. Пожалуйста, ребята, внимательно слушаем новую тему. 4725 мы должны разделить на 63. Первое. Выделяю первое неполное делимое. 4 меньше делителя 63. Значит, это число мы не сможем разделить на 63. 47 тоже меньше делителя 63. Это число тоже мы не сможем разделить на делитель. 472 делим на 63. 472 – это первое неполное делимое. Определяем количество цифр в частном. 472 разделить на 63 в частном нам дает одну цифру.
И следующее число, число 5, дает вторую цифру. Следовательно, в нашем примере в частном получится двузначное число. 472 разделить на 63 делю десятками. 47 десятков делю на 6 десятков. Пробую цифру 7. Это пробная цифра. Теперь 63 умножаю на делитель. Это получится 441. Нахожу остаток 31. Остаток меньше делителя. Помните, ребята, остаток всегда должен быть меньше делителя. Сносим следующую цифру. Образую второе неполное делимое. 315. Делю десятками. Нахожу следующую цифру частного. 31 десяток делю на 6 десятков. Возможно, это цифра 5. Умножаю пробную цифру 5 на делитель 63. 63 умножить на 5 будет 315. Вычитаю, останется 0. Ответ нашего примера 75. Рассмотрим еще один пример. 29 736 надо разделить на 56. Выделяю первое неполное делимое. 2 меньше 56. Значит, это число мы не сможем разделить на 56. 29 тоже меньше 56. Это число тоже не делится на 56. 297 делится на 56. Первое неполное делимое 297. Определяю количество цифр в частном. 297 разделить на 56 дает нам в частном одну цифру. И следующие два числа, 3 и 6, дают нам еще две цифры. Следовательно, в частном у нас будет трехзначное число. Делю неполное делимое и нахожу первую цифру частного. Делю десятками. 29 десятков делю на 5 десятков. Пробная цифра 5. Умножаю пробную цифру на делитель. Это будет 280. Вычитаю, нахожу остаток. Остаток 17. Он меньше 56. Запомните, остаток всегда должен быть меньше 56. Сношу следующую цифру, тройку. Это второе неполное делимое. 173 делю на 56. Делю десятками. Нахожу следующую цифру частного. Возможно, это 3. Умножаю пробную цифру на делитель. Получится 168. Нахожу остаток 5. 5 меньше, чем 56. Сношу следующую цифру частного. Образую третье делимое. 56 разделить на 56 в частном дает нам цифру 1. Умножаю и вычитаю. Остаток 0. Мы разделили без остатка. Ответ нашего примера 531. Ребята, я надеюсь, что вы поняли сегодняшнюю тему. Усвоили алгоритм деления на двузначное число. А сейчас немножко отдохнем. Зарядка для глаз. Следим, ребята, за фигурками. Голова на месте, двигаются только глаза. Ребята, давайте повторим алгоритм деления на двузначное число.
Первое. Выделяю первое неполное делимое. Определяю количество цифр в частном. Делю неполное делимое и нахожу первую цифру частного. Делю десятками. Умножаю пробную цифру на делитель. Нахожу остаток. Остаток всегда должен быть меньше делителя. Сношу следующую цифру. Образую второе неполное делимое. Делю десятками. Нахожу следующую цифру частного. Умножаю пробную цифру на делитель. Так продолжаем делить до конца. Ребята, пожалуйста, запомните этот алгоритм деления. Он пригодится вам и при делении на трехзначное число. Закрепляем пройденное. Давайте вспомним алгоритм деления и решим следующие примеры. Итак, решили примеры. Давайте проверим. Проверяем. 48 984 разделить на 52 в частном нам дает число 942. 91 375 разделить на 43 будет 2125. 243 144 разделить на 72 получится 3377. И 351 456 разделить на 84 получится 4184. Молодцы, ребята! Надеюсь, вы справились. А теперь давайте наши знания применим на решении задач. Решим следующую задачу. На одной ферме собрали 1116 штук яиц, а на другой ферме 1074 штуки. Все яйца для отправки в магазины упаковали в коробки по 30 штук. Сколько коробок с яйцами было отправлено в магазины? Проанализируем эту задачу. Что нам известно? Известно, сколько яиц собрали на первой ферме. Известно, сколько яиц было собрано на второй ферме. Нам надо узнать, сколько всего яиц было собрано на двух фермах. Затем эти яйца были упакованы в коробки по 30 яиц. Нам надо узнать, сколько коробок потребовалось и сколько коробок было отправлено в магазины. Решение этой задачи мы начнем с составления краткой записи. Итак, на первой ферме 1116 яиц, на второй ферме 1074 яиц. Нам надо узнать, сколько яиц было собрано на этих двух фермах и сколько коробок потребовалось для отправки в магазины. Первое действие. 1116 прибавить 1074. Получится 2190. Столько яиц было собрано на двух фермах. Второе действие. 2190 нам надо разделить на 30, так как яйца делили по 30 штук. Вот здесь мы должны применить наш алгоритм деления на двузначное число. Первое неполное делимое 219. 219 разделить на 30. Делю десятками. 21 я делю на 30. Пробная цифра 7. Умножаю пробную цифру на делитель. 30 умножить на 7 будет 210. Вычитаю от 219 210. Получится 9. Сношу следующую цифру 0. Это второе неполное делимое. 90 я
должна разделить на 30. Делю десятками. 9 разделить на 3 в частном будет число 3. Умножаю пробную цифру на делитель. 30 умножаю на 3 будет 90. Вычитаю остаток 0. Итак, получилось 73 коробки. Ответ задачи: в магазины отправили 73 коробки. Итак, ребята, сегодня мы с вами научились письменным приемам деления на двузначное число, когда в частном получается несколько цифр. Запишите, пожалуйста, домашнее задание. Страница 49, номер 239 и 240. Это по новому учебнику. По старому учебнику страница 53, номер 280 и 281. Пожалуйста, послушайте, как мы будем решать задачу. Фермеры продали государству 1364 тонны пшеницы. Ржи на 276 тонн меньше, чем пшеницы, а гречихи в 8 раз меньше, чем продали ржи. Сколько тонн гречихи продали фермеры? Разберем задачу. Нам известно, сколько пшеницы продали фермеры государству. Нам неизвестно, сколько ржи они продали государству. Но в задаче говорится, что ржи продали на 276 тонн меньше. Следовательно, мы должны вычесть. Из 1364 мы вычитаем 276. Затем мы должны узнать, сколько гречихи продали фермеры. Нам известно, что гречихи продали в 8 раз меньше, чем продали ржи. Значит, мы должны то, что получилось в первом действии, разделить на 8. Этим действием вы найдете, сколько тонн гречихи продали фермеры. Следующий номер 240. По старым учебникам это 281. Сначала в этом упражнении вы должны выполнить письменное деление и умножение. Затем вы должны сравнить, верно ли равенство. Запишите домашнее задание. А сейчас подытожим наш урок. Итак, рефлексия. Мы сегодня поняли, как делить в столбик. Научились использовать алгоритм деления. Теперь мы сможем делить многозначные числа на двузначные. И добьемся отличных вычислительных навыков. Спасибо за внимание. До новых встреч!